Река Ведьма – один из притоков Щары. Протекает по территории Несвежского района Минской области и Ляховичского района Брестской области. Согласно кадастровым данным, исток реки находится около деревень Слобода и Сычи Несвежского района. Но в нынешней реальности, по причине мелиоративных работ и изменения климата, вода заполняет русло значительно южнее точки истока. Верховье реки полностью канализировано и зарегулировано. Из-за небольшой скорости течения вода насыщается органическими веществами и проявляет признаки эутрофикации. Своятичи известны с 1506 года как частное имение. За 4 столетия здесь сменилось множество владельцев со звучными фамилиями – Чапские, Обуховичи. Дворец в имении Обуховичей был построен в начале XIX века и по своей красоте считался лучшим в Новогрудском воеводстве. Имение находилось на берегах речки Рудка, притока Ведьмы. Земельные угодья имения составляли почти 800 гектаров. Здесь занимались огородничеством, разводили породистых лошадей, мололи зерно на нескольких мельницах, производили кирпич. А на правом берегу Рудки стоит построенный в классическом стиле костел Святого Юрия. Только он и остался свидетелем былого величия старинного имения. Жылі тут палянаў плямёны нароўня дзе шчодрай зямлі. Быў Богам тут кут бласлаўлёны, лугі, пералескі, палі. Да самага аж небасхілу сцяжына праз поле вяла. І быў краявід непанылы, і звілістай сцежка была. Рос густа алешнік, кустоўе, дарог і сцяжынак ускрай. Любілі паляне за тое, бясконцы раўнінны свой край. На славу тут жыта радзіла, аўсы і каноплі раслі. Вялікая дзіўная сіла была ў гэтай шчодрай зямлі, удзячную Богу і долі, абы толькі б горш не было. Ты радасць моя і забава, жывая таемнасць вады, а покліч душы, як падстава здалёку вяртацца сюды. Мая ты ў любое надвор'е, прыемна прызнацца мне ў тым, што ад слабады да задвор'я, вядзьмянка, ты ў сэрцы маім. Река с давних времен приманивала людей, и здесь возникали поселения – Перштуки, Станчаки, Пранчаки, Кореневщина, Флерьяново, Большая Лотва, Ляхович. В исторических документах
Ляховичи впервые упоминается в середине 15 века, и уже в 16 веке местечко приобретает известность как замок, который к концу века стал крупнейшим в Речи Посполитой. Живи, речка ведьма, в итоге своей и моей бережи. Под небом родимым высоки ты споведь прочулой души. Палетки, луги и притоки живою водой натоляй, бо тут наши продки и вольхи, бо тут наше пекло и рай. Радима з болелого сердца звенить и протягивая жить, крыница нязводною бьется, у свет неспокойно бежить.